Аймак Аль-Фараби. Добрый день. Как ваши дела? Отлично. А как у вас? У меня тоже все хорошо. Добро пожаловать на наш эфир. Можем, в принципе, начинать. Мгм. А, Аль-Фараби, расскажите, пожалуйста, вкратце о молодежном ресурсном центре Астана Жастары. По каким направлениям сейчас ведется работа? В целом наш молодежный ресурсный центр функционирует с 2014 года, вот уже 9 лет, и также она является подведомственной организацией при Акимате. Также в зависимости от направления у нас есть отделы, такие как развитие волонтерского движения, поддержка молодежных инициатив, мониторинг и анализ, развитие дворовых клубов, отдел кадров и мой отдел по работе с молодежью категории НИД. А, Что, Хорошо, спасибо. Мгм. Что касается моего отдела, что такое вообще молодежь категории НИД? Это та категория, это вообще английское слово, аббревиатура, да? Молодежь, которая нигде не обучается и не работает. С ними, честно признаться, сложно работать, но тем не менее работа в целом должна вестись, потому что это часть молодежи. Так что я думаю, что с ними работа вообще в целом необходимо проводить. Если касательно работы остановиться, то первое, это вообще данный отдел был сформирован в 2021 году при МРТ. Также с этого момента то есть нельзя просто так взять и трудоустроить молодежь, которая нигде не работает и не хочет работать. С ними сложно. Поэтому мы сперва поставили такую цель, это социализация молодежи. То есть проводили с ними сперва спортивные мероприятия, досуговые мероприятия, то есть привлекались, были сформированы группы, чаты. Это молодежь, которая работает неофициально, да, на рынках, стройобъектах. После этого вот уже мы начали проводить работы по их трудоустройству. Совместно работы мы проводим с управлением занятости, Центр занятости. Сейчас они, правда, переименовали Центр трудовой мобильности. Да? С ними совместно мы ежегодно проводим не менее 4 ярмарок вакансий ежеквартально. Что касается их трудоустройства, у нас есть подписанные меморандумы с компаниями, которые отправляют нам свои актуальные запросы, да, на их вакантные места, которые не публикуются у нас в Инстаграм-аккаунте Джоб Астана Жастара. Помимо этого, у нас есть почта Джоб Астана Жастара. Там туда может любой желающий отправить свои резюме. В ходе разбора данных резюме мы определяем, по каким направлениям, по какой специальности он может работать, данный человек, обратившийся, и входим не менее 5 актуальных вакансий. Это на базе, может, HeadHunter, Еңбек KZ, и также с теми компаниями, с которыми у нас заключен меморандум. Хорошо, спасибо большое. Какие вызовы вы видите в процессе трудоустройства для молодежи НИД? То есть понятно, что с ними очень трудно социализироваться, но еще какие трудности можно найти? То есть имеете в виду? Да. Ну, в целом, как я говорил ранее, да, невозможно в целом работать от одной организации и охватить всю эту категорию. Здесь мы должны как комплексно объединиться. Это другие управления, да, то есть местные исполнительные органы, да, НПОшки. То есть совместно, благодаря совместной работе мы уже придем к тому, что данная молодежь найдет себя в обществе. Это будь то работа или будь то в сфере бизнеса, где угодно. Потому что данная молодежь, я считаю, что она не то чтобы потеряна, да, их устраивает такая жизнь. То есть поработал один день, получил на руки, неофициально, то есть официально нигде не зарегистрирован человек, да, их это устраивает. Даже когда мы проводили ярмарки вакансий не только на базе университетов, но и, если знаете, мебельный центр Тулпар, там вы видите, что, правда, там не вся молодежь, да, там в большей степени это старшее поколение, тем не менее их устраивает жизнь. Также у них есть проблема, даже если они трудоустроятся, есть такое понятие, как долговая яма. Это кредиты, это микрофинансовые вот эти вот организации, да, у которых у них есть займы. Вот такие моменты очень много. То есть здесь нету одного подхода, здесь должно быть более комплексного, индивидуально с каждым работать.
Также есть проект СДЭК, это вот с чем заключается вообще цель данного проекта, это популяризация рабочих специальностей. Это какие могут быть сферы обслуживания, да, официант, там, швея, шиномонтажник, плотник, сантехник. То есть мы хотим привить молодежи, что вообще в целом можно работать и хорошо зарабатывать в данной сфере. Не все хотят быть сантехниками. То есть не сказать, что у нас мало профессиональных специалистов, да, но тем не менее, если у любого молодежи там спросишь, хочешь ли ты быть сантехником, ну, сразу у некоторых, ну, большая часть, я бы сказал, что не хотят, и такой, нет. Такие моменты есть. То есть благодаря проведению данных конкурсов мы, во-первых, определяем лучших из лучших в данной сфере, да, соответственно, поощряем подарками, это может быть в виде сертификатов или техники, да. Также есть проект «Астана Жас Шигер». Здесь мы как раз-таки начинали, когда у нас отдел был сформирован по работе с молодежью категории НИТ. Тогда мы, как я говорил ранее, для социализации мы проводили с ними спортивные мероприятия. То есть, что объединяет данную категорию молодежи, это в частности спорт, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, да. То есть у этих ребят прям спорт это их часть жизни, можно сказать. Поэтому в ходе проведения данных мероприятий с ними появился уже контакт. Мы некий мост между данной категорией и с акиматом, да, с правительством, можно сказать. Потому что не все они знают вообще, какие есть у нас программы, то же самое по жилью, то же самое по трудоустройству. Да? Некоторые не осведомлены, какие у нас гранты есть для развития бизнеса. Многие из них даже не знают, что вот есть у Центра занятости, да, для развития бизнеса до 400 МРП гранты выдают. Есть хорошие программы по жилью, да, тем более в связи с увеличением возраста молодежи до 35 лет, соответственно, у нас молодежь в целом только в городе Астане, да, до 440 тысяч увеличилась. Соответственно, то есть в 2 раза почти. То есть вот это вот количество молодежи, которые могут уже участвовать в таких программах. Спасибо вам большое за ответ. Кроме трудоустройства, на самом деле есть еще одна актуальная проблема, как наркомания. Какие работы ведутся в этом направлении с вашей стороны? Вы знаете, наркомания очень такая тоже одна из таких проблемных вопросов, да, в наше время. В целом работа ведется, но это ведется работа совместно. Вот мы проводим в рамках проекта, в рамках безбюджетных проектов. Это совместно с Управлением по противодействию наркопреступности проводится у нас ежегодно, ежемесячно. Вот эти акции по закрашиванию стен. Проводятся также рейдовые мероприятия, разъяснительные работы с управлением по местной полицейской службе, да, в частности, в увеселительных заведениях. Помимо этого, не считая, есть мероприятия, куда привлекаются медийные личности, различные конкурсы. Вот среди журналистов СМИ мы проводим, чтобы они больше всего писали вот посты, да, репортажи делали. Помимо этого, как я говорил, привлечение медийных личностей, это у нас спортивные челленджи, потому что у данных категорий людей, я имею в виду медийных личностей, у них есть аудитория, своя молодежь, которая слушает их, которые хотят быть как они. В целом у нас проводятся вот такие вот комплексные мероприятия. Это название проекта есть. Есть Киге жол жоқ, болашаққа жол. Вот такие вот мероприятия комплексные, которые мы проводим совместно с правоохранительными органами. Также хочу отметить, что помимо правоохранительных органов, да, и местных исполнительных органов, у нас совместная работа проводится с НПОшками, да, то есть они очень хорошо нам помогают в данной сфере, определяют. Здесь, когда мы даже проводим элементарные акции по закрашиванию стен, здесь мы хотим вот привить не только для молодежи, да, но и для всего населения города, столицы, чтобы вот человек увидел, что на стене висит, да, ну, написано, ссылка на Telegram, да, все мы знаем, куда это приводит. Сейчас любой человек может сканировать QR, в Telegram зайти, найти данный канал, чтобы люди могли сами пойти и закрасить. Поэтому мы хотим данную работу проводить уже совместно с КСК, ОСИ, совместно. Понятно.
Каким опытом вы можете поделиться с другими регионами, которые стремятся улучшить свою ситуацию с занятостью и также борьбой с наркоманией среди молодежи? Что вы можете им подсказать как-то? В целом, есть такое понятие «один в поле не воин», да, может, я ошибаюсь, но здесь я хочу посоветовать нашим коллегам из региона, чтобы все работы они проводили совместно. Здесь какие-то моменты, возможно, МРЦ некомпетентна, поэтому здесь, возможно, нужны советы психологов с реабилитационных центров, да, социологов, с которыми проводим опросы, да, НПОшки, которые открылись именно в данном направлении, чтобы вот есть такие, так скажем, фанатики, да, плюс правоохранительные органы, УПН, УМПС, все они борются, но я думаю, что мы придем к результату, если каждый из нас начнет с себя. И все это нужно будет прям запланировано в начале года, запланировать все это, составить общий план, придерживаться также комплексных планов, утвержденных правительством, да, акимом города. В принципе, как-то так. Все хорошо, спасибо вам, Аль-Фараби. Тут у нас у подписчиков есть вопрос. Как защититься школьнику, у которого подначивают, шантажируют? Ну, в целом здесь первый вариант это, конечно, рассказать родителям, да, потому что это самые близкие люди. И второй момент обратиться к соответствующим органам, да, из правоохранительных органов. Потому что здесь ничего лучше не предпринимать самому в целом, да. Это все решить. Сейчас закон крепчает везде. Сейчас уже не как раньше, все учитывается. Везде камеры, везде это можно будет доказать. Так что если есть факт шантажа, здесь, я думаю, в срочном порядке нужно будет обращаться. Также с недавних пор поднялся вопрос буллинга. Мы тоже будем проводить совместные работы. Здесь я даже посоветовал бы, допустим, если человек, то есть школьник, да, будь то студент, боится обратиться к правоохранительным органам, да, или в школе, да, инспекторам, здесь лучше всего переговорить с психологом школы. Здесь они вот прям точно подскажут, что делать. Сейчас еще. Хорошо. Да, вот еще вопрос. Сейчас среди школьников широко распространены вредные привычки. Вейпы, например. Я хочу, чтобы мой братишка-подросток избегал таких привычек. Как предотвратить, как правильно разговаривать? Ну, в целом это очень тоже один из актуальных вопросов, но знаете, если ребенку запретить, это наоборот его манит, он наоборот хочет это попробовать. Здесь более, во-первых, психологический вопрос, работа с, не знаю, с психологом, да, иногда лучше всего поговорить самому со своим ребенком. Что еще? Если вдруг он уже употребляет, да, здесь уже нужно будет, даже если ребенок этого не хочет, можно ходить в центры, где вообще в целом данная практика уже давно есть за рубежом. У них очень много центров, да. Сейчас я не говорю не только про зависимость табачных, да, веществ, да, но и про вот эти вот, есть такое понятие, как лудомания, да. Человек ставки ставить, игроман, и за рубежом нет такого запрета, чтобы человек не ставил, да, ставки, не делал ставки, но у них очень много центров, очень много всего, где человек может прийти бесплатно получить консультацию, какие действия у нас, это мы потихоньку к этому приходим. Я думаю, в дальнейшем у нас тоже все наладится. Просто рекламировать это практически невозможно. Потому что если взять зарубежный опыт, там хоть где, если не посмотришь, есть везде рекламы. Но тут там у них ментальность другая, они подходят к этому как не как к заработку, да, а более как просто расслабиться и все, как досуг. Хорошо, спасибо вам, Аль-Фараби. Также у меня у самой есть вопрос дополнительный по поводу трудоустройства. Есть ли вообще
хорошая статистика, позитивные какие-то результаты от ваших мероприятий? То есть действительно ли люди, молодежь категории НИТ приходит на эти мероприятия и